Сәлеметсіздер ме, қымбатты достар? Сегодня у нас 21 урок. Тема «Бұйрық рай», повелительное наклонение, «Жай форма», простая форма. Хочу напомнить, что глаголы в форме повелительного наклонения обозначают просьбу, приказ, пожелание, побуждение к действию. Глаголы в основе, они же и глаголы в форме повелительного наклонения. Поэтому «айт» – скажи, «күт» – жди, «тыңда» – слушай, «сөйле» – говори. Как вы знаете, казахский язык является агглютинативным языком. К основе могут присоединяться 1, 2 и более аффиксов. Эти аффиксы не только несут грамматическую нагрузку, но и имеют смысл и переводятся на русский язык как самостоятельное слово. К тому пример аффиксы «ш», «ш». Если мы добавим «айт», «ш», то получается «скажи, пожалуйста». То есть «ш» на русский язык переводится как «пожалуйста». Ну, для мягких слов будет «ш». «Күт», «ш». «Жди, пожалуйста», «тыңда», «ш». «Слушай, пожалуйста», «сөйлеші», «говори, пожалуйста». Сыпайы форма, вежливая форма. Формула негіз плюс ыңыз, ыңыз, ңыз, ңыз. Вот основа. Сейчас будем присоединять эти аффиксы. То есть слово твердое, твердый аффикс. Оканчивается на согласное, аффикс начинается с гласного. Мягкое слово, мягкий аффикс. Слово оканчивается на согласный, значит аффикс начинается с гласного. Слово оканчивается на гласный, аффикс начинается с согласного. Вот такая гармония в языке. Сөйлеңіз, тыңдаңыз, слушайте, сөйлеңіз, разговаривайте. Делаем еще более вежливую форму. Добавляем суффиксы «ш» или «ш». Айтыңызшы, скажите, пожалуйста. Күтіңізші, ждите, пожалуйста. Тыңдаңызшы, слушайте, пожалуйста. Сөйлеңізші, говорите, разговаривайте, пожалуйста. Көпше түрі, множественное число, жай форма, простая форма. К основе добавляется ың, ыңы и плюс окончание множественного числа дардер. Тут обращение будет ко множественному числу, поэтому сразу же можем подставить местоимение сендер. Сендер айтың, сендер, айтыңдар. Ш сразу добавляем слово «пожалуйста». Сендер күттің, дер, ш. Вы ждите, пожалуйста. Сендер тыңдаң, дар, ш. Сендер сөйлең, дер, ш. Ну, перевод. Вы скажите, пожалуйста. Вы ждите, пожалуйста. Вы слушайте, пожалуйста. Вы говорите, пожалуйста. Даже если мы уберем местоимение, слова будут все равно переводиться так же. Хоть с местоимением, хоть без местоимения будет «вы скажите, пожалуйста». Көпше түрі, множественное число, сыпайы форма, вежливая форма. Так как здесь стоит множественное число, окончание множественного числа, мы можем сразу же подставить сіздер. Но перевод будет все равно одинаковым. Вы скажите, пожалуйста. Вы ждите, пожалуйста. Подставляем аффиксы. Айтыңыз, айтыңыздар, ш. Вы скажите, пожалуйста. Сіздер күтіңіз, дер, ш. Мягкое слово, мягкие аффиксы. Твердое слово, твердые аффиксы. Сіздер тыңдаңыз, дар, ш.
Вы слушайте, пожалуйста. Сіздер сөйлеңіз. Дерші. Вы говорите, пожалуйста. Вы разговариваете, пожалуйста. Рассмотрим примеры. Балам, мінеки ақшаны ал, дүкенге бар, нан сатып ал. Жарайды, анашым. Сынок, вот, деньги возьми, в магазин иди, хлеб купи. Ладно, мамочка. Автобуста, апай, мұнда отырыңыз. Рахмет, балам. В автобусе. Апай, сюда садитесь. Спасибо, сынок. Автобуста бақылаушы. Құрметті жолаушылар, оңай карталарыңызды тексеріске дайындаңыздар. Контролер в автобусе. Уважаемые пассажиры, приготовьте карточки оңай на проверку. Итак, сегодня мы познакомились с темой бюрграй, повелительное наклонение. Узнали, что глагол в повелительном наклонении совпадает с основой глагола. В вежливой форме к основе глагола добавляются окончания «ңыз», «ңыз», «ыңыз», «ыңыз», а во множественном числе окончание «дар», «дер». А чтобы получилось, пожалуйста, достаточно добавить к словам аффиксы «ш» или «ш».